Итак, друзья, мы ведем свой репортаж из Мюнхена, где в эти минуты проходит очередное собрание общества анонимных алкоголиков и наркоманов. По традиции, каждое собрание начинается с торжественной процедуры приема в общество новых членов. И сегодня мы рады приветствовать в нашем обществе, говорит ведущий, нашего нового члена, господина Расмуссена. Звучат громкие продолжительные аплодисменты. Господин Расмуссен, скажите, что вас привело в наше общество? Вы знаете, я долгое время употреблял, да, собственно, я и сейчас употребляю. Короче, давайте потом поговорим, потому что я сейчас малость угощенный, а вообще, кто-нибудь, помогите мне соскочить с этой темы, помогите, а-ха-ха-ха! Примерно такие картины рисовались в моей голове, когда я прочел на одном из украинских сайтов новость вот с таким заголовком. Америка станет великой только тогда, когда Украина будет сильной. Расмуссен. Вот это поворот, думаю. А ну, что там у нас в тексте? Администрацию США необходимо убедить, что Америка станет великой только тогда, когда Украина будет сильной. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на украинском ланче, организованном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фондом Виктора Пинчука. О как! И дальше там тоже прекрасно. Основная проблема в том, чтобы убедить администрацию США в том, два раза в том, да, что Америка станет великой. Великой только тогда, когда Украина будет сильной. Украине необходима военная поддержка, предоставление оборонного вооружения. Друзей нельзя предавать и бросать, им необходимо помогать. И вот вообще, это просто прелесть, просто прелестно. Также участвовавший в украинском ланче экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус поддержал коллегу. Мы от Украины не отворачиваемся. Санкции в отношении России должны быть продолжены, а военная помощь предоставлена. Ну, имеется в виду, предоставлена Украине. Короче, перевожу на обыкновенный человеческий язык. Украинский олигарх Пинчук Виктор Михайлович поехал в Мюнхен присосаться, так сказать, к великим мира сего. Постоять в коридоре, например. Можно даже у туалета, где однажды, как гласит предание, караулила Дональда Джоновича Трампа Юлия Владимировна Тимошенко. Понятно, что бабулес у олигарха Пинчука есть. Он, кстати, зять Кучмы Леонида Даниловича, того самого, который на переговоры в Минск от Украины ездит. В общем, все нормально у человека, можно стол накрыть, вернее даже ланч провести. Ланч это что вообще такое? Я же правильно понимаю? Это когда кормят. Прием пищи в полдень, вот так будет точнее. Кормят, по всей видимости, лапшой, но это уже детали. Посмотрите, кого кормят. Кого не возьми, все с приставкой «экс». Бывший, ну то есть выкинутый на помойку. Вот вам бывший директор ЦРУ скулит о своей нелегкой судьбе, понимаешь ли. Вот бывший генсек НАТО грезит новыми военными контрактами и вот этими победоносными битвами, в которых взвод натовско-литовской пехоты голыми руками побеждает 58-ю российскую армию и псковских десантников в придачу. Вот оно что, Михалыч. То есть Виктор Михайлович, понятно теперь для кого ланч. Все яснее ясного. Это не ланч, а благотворительная акция для безработных. Для людей, оставшихся, так сказать, без средств к существованию. Какой молодец украинский олигарх Пинчук. Не оставил, не бросил этих людей в беде. Понятно и то, что люди эти скажут. Скажут они спасибо. И вообще скажут все, что угодно, лишь бы снова на работу взяли. Хоть куда-нибудь. Или просто покормили. Вообще можно даже на Украину ехать поработать в обслугу к олигарху Пинчуку. Носочки ему стирать, например. Но я думаю, что таким фантазерам, как Расмуссен и Петреус, обязательно найдется теплое местечко в каком-нибудь украинском СМИ. Вот только всякие там Портниковы и прочие Гайдукевичи наверняка будут не рады внезапно понаехавшим конкурентам. Друзья, наша студия работает для вас и благодаря вашей поддержке. Мы говорим спасибо каждому, кто нам помогает. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Увидимся!